Қайырлы кеш. Дәстүрлі подкасттың жаңа маусымына қош келдіңіздер. Бұл жақында шығатын Дәстүр теріс бата фильміне арналған. Қазір сіздер біздің қонақтарымыздың өз өмірлерінен алынған тылсымға толы үрейлі оқиғаларды тыңдайтын боласыздар. Барлықтарыңызға әсерлі тыңдалым тілейміз. Бір қошақ ойлап шықты. Естеріңде ме? Есімде қызыл жүктерден өр шықпа. Друзья, он тут. Қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, Ассалаумағалейкум. Хандар мен мырзалар. Барлықтарыңызды дәстүрлі подкаст жаңа сезон, жаңа маусымда қош келдіңіздер дей отыра. Ассалаумағалейкум, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я не знаю, когда вы смотрите, скорее всего, вы это включили по дню, потому что у нас сегодня в гостях легендарные гости. Человек, с помощью которого у нас поднялись просмотры страшнейшие. Назим Мисанов. Спасибо, спасибо. Добро пожаловать, Назим. Мы очень рады всегда тебя видеть. Ваши аплодисменты, друзья, Назиму. Наш брат, который всегда нас поддерживает. Спасибо большое тебе, Назим. От души, от души. Уже третий раз у нас. Да, уже третий раз можете назвать меня рудимент Ильхама Ака. Да. И, конечно же, справа от нас. В правом углу! В правом углу ринга. Достойный сын. Да, кстати, мы это вот нигде не подчеркиваем, но нужно сказать. Хафиз Курана, Устаз, имам, а также местный Джон Константин, Ильхам Ташпаев. Добро пожаловать, Ильхам Ака. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Добрый вечер. Спасибо, что пришли еще раз после нашего выпуска, который мы снимали 2 года назад. Какая-то есть заслуга в том, что мы заработали очень много денег. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Ни песо в карман не упало. Алмаз Жали, возьми на заметку. Только респект вам. Стоит отметить, что после нашего выпуска Ильхам Ака, я вам уже это писал в Инстаграме не раз, номер Ильхам Ака просто разрывался. Я не знаю, у меня спрашивали абсолютно все. Поэтому после этого выпуска, еще раз говорю, мои друзья, мои знакомые, пожалуйста, находите местных у себя в Павлодаре, Устазов, пожалуйста. Ильхам Ака не резиновый, у него тоже все расписано. Я буду помогать, конечно, по возможности, он мне разрешил. Но имейте в виду, что у человека очень большой график. Я про Назима сейчас. Очень плотно забитый график. Да, там Лагман ходит, это не хухры-мухры. Да. Я настолько много людей писала насчет этого, настолько много людей, оказывается, нуждаются в этом всем, что я вот в середине Стамбула написал на большой картонке, написал не просите номер Ильхама Ака, и вот так вот сфоткался. Да, Ильхам Ака, как у вас дела? Все хорошо? Да, С ним все понятно? Нет, мы сейчас к нему вернемся. Холодный такой. Да, капец холодно. Как будто бы не жилец. Как семья, как работа, как вообще все, как поменялась жизнь после подкаста? Ну, альхамдулилля, все хорошо. После подкаста просто еще более загружен стал. А так все так же продолжается, преподаю. Снова, как я говорил, я преподаю детям Коран, обучаю их чтению Корана, также взрослых. Это моя основа, то, что я прям занимаюсь уже на протяжении, можно сказать, 20 лет. И параллельно, да, когда есть возможность, там, время, я читаю людей. И, конечно, после подкастов просто люди больше узнали про это, больше глаза как бы открылись у людей, да, на это. И начали, конечно, много обращаться. Не только с Алматы, но уже со всех регионов Казахстана, со всех городов. Как сказал Барман Юсупов, вырос личный бренд. Да. Ильхам Ака в потоке. Он только что мне сказал, что Ильхам Акана, оказывается, звали много подкастов, очень много интервью, и он везде отказывался. Он остался верен дәстүрлі подкасту. Друзья, это аплодисменты. Это аплодисменты. Рахмет. Друзья, видос в контекст дела. У нас, все зрители уже поняли, для чего этот подкаст обратно начался, потому что у нас выходит продолжение фильма «Дәстүр» с 25 декабря во всех кинотеатрах Казахстана. 25 желтоқсаннан бастап «Дәстүр теріс бата» атты «Дәстүр» аты шулы фильмнің жалғасы тағы да болады.
келіңіздер, көріңіздер, пікір айтыңыздар. Все любители жанра ужасов, хорроров, мы вас просим приходить в кино. И, кстати, позади меня не просто рандомные картинки, которые сделали специально для художки. Друзья, это бэкстейджные съемки из нашего второго фильма. Режиссер Алишер Утев, сценаристы Арслан Каунев, Биржан Халубек, креативная группа Казбек Уразбек, Алдер Жапархан, Хуаныш Бейсеков. Переходим к основной части. Итак, наш подкаст о страшных историях. Ильхам Ака, что вы нам подготовили? Машаллах, бисмилля. Я, если честно, сам боюсь очень сильно. Давайте. Еще хотел сказать, что после подкаста из-за того, что очень был загруженный график у Ильхама Ака повысили до уровня грандмастера. Ребята, я здесь, я же говорю, я рудимент Ильхама Ака. Я тут пришел для того, чтобы было страшно. Друзья, мы просто вот Ильхам Ака. Да. Все. Ну, это ты как про это уровень сказал, сразу скажу. Я не помню, это было на прошлом подкасте или нет, когда этот одному тоже брату читал, его просто приворожили, а та девушка, ну, занималась магией, черной магией. Ой, ну, разницы нет, белая, черная, все магия — это харам, да? И, в общем, когда он уже начал в мечеть опять пришел, я ему читал, сказал: завязывай, давай иман укрепляй, приходи на уроки. И он перестал ходить. И когда он даже к ней домой приходил, он видел свою фотографию, свечки стояли. Я говорю: ну, после этого ты до сих пор продолжаешь ходить? И он говорит: я не знаю, меня что-то держит. И я про то, что ты мне сейчас скажешь, грандмастер. И когда я, ну, начал его читать, лечить, та вот девушка, которая колдовала, она говорит: у меня бабушка ведьма, говорит. И говорит: мы все равно тебя, ну, я тебе много отдала, чтобы тебя приворожить, и я не оставлю. И потом, ну, время проходит, он говорит: даже если у твоего учителя, оказывается, 10 уровень. Я говорю: я первый раз такой слышу. Ну, хоть уровень узнал какой. Ну, да. ММР какой, да? Да, мы можем все спокойно сидеть. Друзья, с нами здесь, да, Наруто, поэтому нормально. Аллах защищает, в первую очередь. Аллах Аминь, защищает. да. Ну вот, и тогда вот это смешно было. Я говорю: как такое вообще? Откуда у них такие знания? Давайте, кстати, извиняюсь, Ильхам Ака, мы снимали еще один выпуск, если вы помните, который еще не вышел. Надеюсь, он выйдет. Оффлайн, да. Оффлайн, да. Он выйдет, наверняка он выйдет. Ильхам Ака, тогда вы мне показали один видос, после которого я прям вообще типа, оу, щит. Как я повторяюсь, все страшные истории рассказываются почему-то именно мне, не во время съемок. Вы показывали видео про детский сад. Да. Уже можно про это говорить? Да, тогда я не рассказывал. Нет, вы сказали, да, что да. вы еще работаете, и Да, вот да, я да. хотел бы, чтобы вы это прям рассказали, потому что это было супер просто. Ну хорошо, тогда с него начнем. Это вот тоже зимой было, после подкаста, когда мы снимали в декабре, это где-то уже на следующий год, в январе было. И позвали, говорит, в садик. Там коттедж, свойственно, это 4-этажный вроде бы. Это, ну, в аренду сдали, под садик сделали. Я не буду говорить, где это, что это. Либо садик, либо рехаб. И, в общем, начали жаловаться. Заведующая, то есть, которая за садиком смотрит, она себя плохо чувствует. Все воспитатели, которые там работают, бухгалтера, что-то не то происходит, говорят. Постоянно что-то творится. Няня, которая, ну, вот сидела, там ясли, ну, заводили меня вот эту комнатку, где дети спят, 2-ярусная кровать. И получается, говорит, я усыпляю детей, ну, они лежат в кровати, и одной девочки не было. То есть она не пришла в этот день, а эта кровать пустая была. И я говорю: ну, чуть так темно в комнате. И резко, говорит, теплый пол включается сам. Ну, вот этот выключатель. И в этот момент, говорит, я посмотрел в сторону той кровати, там девочка сидит. Говорит. А там, ну, по идее, никого не было. И, говорит, ну, и непонятные такие вещи. На камеру, говорит, все время кто-то попадается на камеру. Потом бухгалтерша, вот женщина взрослая, она говорит: я иногда остаюсь, ну, поработать до ночи. И вот журнал стоит, листья сами переворачиваются. Листья сами переворачиваются. То есть листочки, да? Поэтому вот такие моменты проходят. И они говорят: мы уже не можем, мы боимся, что нам делать. И я пришел, им всем начал читать, и, как оказалось, у всех порча есть у людей. То есть все сотрудники, кто там были, ну, рабочие, заведующие, няни, бухгалтера, там, и медсестра, у них у всех признаки порчи были. А То в есть- них самих были джинны? Нет, не джиннов нет, признаки порчи. Это другое, когда джин. То есть у них были проявления порчи, то, что на них навели, да, порчу, и они плохо себя чувствовали при чтении. Я говорю: хорошо, ладно, давайте походим по всем комнатам, чтобы, ну, почитаю.
И я на первом этаже почитал, потом на второй поднялся. И, говорит, в основном, говорит, здесь 4-й этаж есть еще. Там, говорит, гримерная, ну, дети, где переодеваются. Когда. И там действительно так сумерки, там всякие костюмы висят, уже так жутко, да? И, говорит, вот там, где переодеваются, и стучит кто-то постоянно. И я там почитал, и когда мы уже с этого спускались, и в медпункт тоже зашли, там тоже вот просто лампочки горят, потому что уже ночь была. И я когда проходил, в моменте в одной комнате как будто кто-то пробежал. То есть я увидел тень. Ну, все люди, которые были, они рядом со мной были. И тень, ну, я, ладно, не стал им ничего говорить. И потом, когда мы спускались с лестницы, получается, ну, вот так, с 4-го этажа, окно же там зеркалит, то есть все видно. И, получается, в отражении видно дальше лестницу продолжение. И мы спускаемся, идем, и я смотрю, уже последняя лестница осталась, в зеркало смотрю, ребенок маленький там. Там было, ну, были дети. А сколько лет примерно? Ребенку, ну, годика 2. Но там, когда я читал, были там то ли няни, то ли что, 2 детей были. Но факт в том, что когда я увидел его, думаю, как так одного ребенка возле лестницы оставили? Ну, сейчас упадешь. Резко поворачиваюсь, посмотри, нету его. А в отражении он был. И в этот момент, ну, я почитал все, им объяснил, что делать. И, говорит, когда я уехал, они сразу через несколько часов мне видео скидывают с камер наблюдения. Вот во всех комнатах, где вы сидели, начали вот прям видео и там летать. Белые какие-то существа, ну, не существа, точки, да? И можно было как подумать, что пыль, может быть, да, бывает же на камерах, но там так явно, что он еще после себя шлейф такой оставляет, как комета. И не одна, а много вот так начинают. Вот я в актовом зале посидел, азан позвал, Коран почитал, ушел, вышел, через некоторое время кто-то летать начал. И вот это все происходило. Объяснил им, что делать, и потом время проходит, я туда еще раз ездил, но уже, они говорят, все перестало. То есть никаких проявлений ничего не было. Единственное, я уже ездил просто им почитать то, что они болели. А так вот эти моменты, что они видят, что кто-то перелистывает все-то, на чердаке кто-то стучит постоянно. Вот такие моменты. А вот Ильхам Ака, вот вы читаете, да? Угу. И вот видите полтергейст. В этот момент что у вас в голове происходит? То есть что у вас в сердце происходит? Вот просто как данность? Силуэт. Да. Или что-то, ну, типа... Ну, прекрасный вопрос, да. Потому что, Ильхам Ака, вот смотрите, нам даже, Слушать, наверное, да? может, мне только, но мне даже слушать это страшно, да, да. тяжело, потому что как-то, Худай сақтасын, как это вот, да? А вот вы как специалист, получается, какие чувства у вас? Ну, в первую очередь мы должны только Аллаха бояться, да, и понимать, что если джин даже сможет что-то сделать только по воле Аллаха, он не сможет ничего абсолютно, не навредить никак, ничего, только если Аллах не пожелает. Поэтому если человек уповает на Аллаха в этот момент, понятное дело, жутко будет. Но если ты уповаешь на Аллаха, то, иншаллах, можно с этим побороться. И вот такой момент был. Бывали моменты, да, я когда вот так видел прям силуэты, спал я, и вот у меня как бывает. Это как раз будет в других тоже историях, как ощущаю я, что что-то не то. Это у каждого, возможно, есть. Вот ночью бывает, не можешь уснуть просто вот. Ну, бывает от усталости или что-то. А я не могу уснуть, и мне как будто вот кто-то смотрит на меня. Я чувствую это, что что-то не то в комнате. Дома? Дома, да, у меня в доме. Это я когда после вот всего этого приду там, и в один момент, я понимаю, что сейчас вот, скорее всего, что-то будет. И лежу, пытаюсь заснуть, аят аль-Курси все прочитал, и потом в один момент раз поворачиваюсь в сторону окна, где-то 1,5 метра от меня, вот как хищник же в прозрачном, камуфляж делается, видно его, да, как вода. Да. Вот такой же стоит. Не хищник, а вот силуэт. Я вижу его, он ко мне идет. А я говорю, ты что ли? На другой бок повернулся, прочитал дуа и спать лег. Вот примерно так. Просто, чтобы понимали, джинны, на самом деле, они сами человека будут бояться. Как только человек проявляет слабость, страх, да, он начинает уже больше влиять. То есть это все начинается так. Сперва звук появился в доме, там вы что-то услышали, он уже видит, что вы испугались. Потом пойдет уже мерещится, следующая стадия. Человек уже дальше уходит, да, вот это, видит что-то, страх у него появляется больше. Потом уже контакт пойдет, может дотронуться, толкнуть, что-то сделать. И все, и так дальше больше. И вселение потом может идти. У меня вот из-за этой темы бзык на то, чтобы дети и жена, и все, кто вот со мной заходит домой, в подъезд и в дом заходили с правой ноги и говорили бисмилля. Потому что, не очень с женами заходить домой. Правильно, да, в хадисе так и сказано же. Поэтому вот у меня прям
даже, мне кажется, у меня уже не надо... крыша едет от этого. Ну, на самом деле, нужно переживать за это. Ну, то, что пророк сам не зря нас научил этому. Заходите домой, бисмилля говорите. Потому что если вы бисмилля не скажете, джинны, которые находились рядом, скажут: о, в этом доме для нас есть ночлег. Начали кушать, бисмилля не сказали, они скажут: в этом доме еще для нас еда есть. Еще и покормишь их, получается. И также вот очень такой важный момент, что когда сумерки наступают, время магриба, да, вот намаза, в этот момент именно войско Иблиса начинает выходить на землю. То есть днем тоже джинны есть, но именно в этот момент войско Иблиса начинает выходить. Активизируется Да, вообще. и поэтому в хадисе сказано, когда вот наступает время магриба, детей заводить. Когда вот именно закат, да, детей заводите домой. Потому что, ну, всякое может случиться. Это как у нас зогал говорят же, да? Да. Поэтому я даже, когда вот у меня младший сын, ему 8 лет, ему старший-то, ну, дома такое время, а летом он, ну, с детьми играет этот, я всегда говорю им: зовите его пораньше, что, а он может заиграться в футбол там, и все, и уже магриб время настает, он. Я говорю, просто вы должны понимать, что, ладно бы, я же, говорит, с ними, ну, как бы, воюю, грубо говоря. Да. Ну, если на меня 2х зуб точит, чем на другого человека. Да. И поэтому на семье тоже может, ну, отразиться. Поэтому я говорю, в любом случае надо стараться. И я стараюсь, ну, чтобы он заходил до магриба. Есть такой еще вопрос, Ильхам Ака. Мы этот вопрос вот почему-то не задавали, потому что мы слушаем ваши истории, короче, и у нас вот постоянно... Вот после выхода фильма «Дастер» многие задавали вопрос, типа, вот у вас исламская пропаганда и прочее. Но мы объясняли, что, типа, ребята, если это экзорцизм, ну, это же наша культура, это ислам. Правильно, конечно, да. Придет имам, кто еще? Да, И есть рабочие инструменты. Да, вот, как раз-таки. Допустим, если мы смотрим фильмы зарубежные, где приходит, допустим, Святой Отец и поливает святой водой якобы, у исламских экзорцистов, да, есть ли какие-то атрибуты, кроме Корана и кроме самого чтения? Такая замзама, прикинь, такая... Ну, типа... Ну, на самом деле, да, вот это хороший вопрос. Почему? Потому что многие в таких моментах излишествуют, оставляют основу и переходят вот на такие моменты, вот атрибуты, да, грубо говоря. В основе, как говорится, чтобы человек читал Коран. Просил Аллаха защиты. Дуа — это прям оружие, да, против этого. Коран читал, аскары читал, зикры делал, все вот это. И когда человек это все читает, свойственно он защищен. Также в хадисе сказано: тот, кто читает суру Бахара, в хадисе пророк, алейхиссалям, что сказал: читайте суру Бахара, если шайтан не заходит в дом, где читает суру Бахара. Все, ты уже защищен, если ты читаешь. Читайте суру Бахара, если колдуны не могут с ней справиться. То есть вот она основа, защита. Но человек начинает что делать? Искать, как переложить на кого-то, чтобы. На самом деле есть вот эти моменты, как атрибуты, да, чем можно лечиться. На воду почитать. На воду почитать. Проблем нет в этом. Как я рассказывал, может, раньше, это когда имам Ахмад, сын имама Ахмада болел, он, говорит, он приходил, на воду читал мне, я, говорит, пил, умывался этой водой. То есть проблем нет в этом. Почитать на воду, да. Также есть момент, что добавляют соль морскую в воду, читают, эту воду можно, ну, обливаться. И это все не пришло в сунне. Ну, как бы обливаться в этот, соль добавлять. Потом сидр, есть такой порошок, из листьев лотоса сделан. То есть, ну, да, потом... Сидр из листьев лотоса, не перепутайте. Да. А то некоторым, когда приходят ко мне, я говорю: сидр возьмите. Это какой, вот этот, что ли? Нет, не этот, говорю. Ну, вот сидр, потом финики, аджва, мед тоже, тмин, ну, то есть оливковое масло. В Коране об оливковом дереве говорится, в хадисах есть в нем благословение, лечение как телесных, так и душевных болезней. Свойственно, то есть вот эти все вещи можно использовать, но они не основа. Основа — это чтение Корана. А человек, когда, ну, перегибает, он начинает только на них уповать. Все, я сейчас побрызгал, помылся, все будет нормально. И, как говорится, если на воду можно почитать и человеку дать пить, ученые здесь аналогию просто выводят, то почему также можно же и на воду почитать, и дом побрызгать, если в доме проблемы? Да, понятно. Да. И поэтому, ну, вот так, да, выводится. И сидр пьют, допустим. Я много говорю, так объясняю, как четверть чайной ложки на стакан воды размешать в любое время пить. Ну, это 1 раз в день. Это на тот случай, если что-то с порча с едой дана была, и человеку еда уходит, а порча, она остается в желудке. И поэтому сидр — это способствует тому, чтобы человек, ну, избавился. Очистился. Да, либо рвота, либо естественным путем в туалет. Также моются сидром. Моются сидром, это в тазик или в ванну воду набрал, как детей в ромашке купают же, тоже пару ложек в марлю положил, воду заварил это в воде. Облиться можно в воде, либо полежать. Уважаемые ахишки, записываем. И даже вот некоторые используют еще холодную воду.
То есть, чтобы человек облился ей. Мгм. Почему холодная вода? Потому что когда Аюб, пророк, алейсалам, болел, Мгм. да, он, ну, тогда заживо гнил, можно говорить, грубо говоря, Мгм. сказать. Аллах ему что сказал? Топни ногой и забьет ручей, барит, то есть прохладный ручей, родник, с которого ты можешь попить и помыться. Из этого ученые что выходит? Что холодная вода, выводит, да, что холодная вода, она оздоровляет тоже и способствует исцелению. Поэтому многие сидр в холодной воде разбавляют, и когда обливается, вот так бывает же, трясет Да, от да, холода. да. Вот в этот момент тоже может... закаляется, Да, да? выходит все плохое. И не зря, ну, это и не только вот когда порча или что-то еще, это просто стресс снимает Да. и вот так далее. Кортизол снижается. Да, поэтому же все спортсмены, они во льду сидят. Да. Не просто, а это все в исламе уже когда было? Еще во время пророка Аюба. Касательно аскаров. Аскары это... Я один раз про аскары рассказывал, и мне говорят, ты что нам тут аскары пихаешь? Вообще зикры. А слово аскар это множественное слово зикр. Мгм. Вот. А аскар это зикры утренние, есть утренние, вечерние, если... Ну, можно, да, рассказать? Да, конечно. До восхода солнца читайте утренние, есть прям сборники, и до заката. После аср намаза до магриб намаза читайте вечерние аскары. Приложений куча, приложений много. Есть прям, можете ввести в App Store, там написать аскар, и там выйдет, и просто можете читать их, даже если вы не читаете намаз, да, Да. просто это практиковать каждый день, и тогда у вас вот это вот... Аскар, Да. не Асгард. Это Не другое Асгард. совсем, да. Асгард. И у вас, ну, вы как будто бы в бронежилете будете. На себе испробовано. Да, альхамдулилля. Просто я к чему говорю, вот это тоже вопрос задали, чтобы люди не акцентировались только на том, что только оливковое масло буду делать, сидром купаться, там, пить, там, мыться, финики кушать, все, больше ничего. Нет, в первую очередь это Коран. В первую Основа, очередь да? Коран. Да, основа. А это уже дополнение. А просто люди на это переходят только, и вот я все делаю, не помогает. А ты Коран читаешь, аскары делаешь, дуа делаешь. Основа тоже в дуа. Именно просить у Аллаха, избавь меня от порчи, избавь меня от сглаза, избавь меня от джина, да. Вот это нужно просить, потому что именно этими пророк, сам, когда трудности были, он только дуа делал. Ильхам Ака, вот вы только что сказали про историю в детском садике, Мгм. и вы сказали, что у них были признаки порчи. Мгм. Как вы понимаете, что, с чем вы имеете дело? Да? Ну, здесь только как бы из опыта, да, и только по реакции человека. То есть, когда придет человек, и я буду ему читать, если никакой реакции, он скажет, я спокойно посидел. Мне ничего не беспокоило, все хорошо было. То я ничего не смогу сказать. То есть я с потолка просто не возьму, у тебя там порча, или как некоторые делают, сразу там на уши лапшу навешу, что и человек от страха, конечно, уже это будет переживать. Как только он скажет, что есть какие-то признаки, что им плохо было при чтении Корана, там голова кружилась, плечи тяжелые были, тошнота, ком в горле, мышцы сводить начали и так далее. По этим признакам я уже определяю, порча, сглаз там или джин сидит. Ну, джин это так и так как бы можно определить. Бывает просто джины тихо сидят, они даже не проявятся. Но все равно знаки будут. Вот вы же говорите, помните, раньше на барахолке в подземке один мужик сидел. И я помню, когда мне лет 17 было, я к нему подошел. Я же не знал, там, кто там шарлатан, кто мошенник, кто алаяк. И мы с ним что-то общались. Я говорю, вот могли бы у меня проверить, он такой на меня посмотрел. Да, в тебе 4. И говорит, приходи, я их вытащу. А потом я к вам подошел, сказал, да, он... Да. Ильхам Ака, получается, смотрите, если вот человек спокойно сидит, вы понимаете, что, окей, да, там либо это, либо Да. то. Допустим, а порча? Порча в основном, когда какая реакция? Ну, у человека в основном это плечи тяжелые становятся. Вот прям тяжесть на плечах при чтении, как будто кто-то сел. Ну, может, позвонок под лопатками болеть начать. Ком в горле, как будто, шерсть, либо тошнота вот такие. В желудке может что-то твориться начать. Либо просто вот онемение рук, ног, либо сводить мышцы начать. Даже головокружение или затылок там слегка что-то начинает болеть, если, то уже, звоночек есть, да, что что-то не то. Здесь уже понаблюдать надо. В следующий раз придет, почитаю, какая реакция будет. И там уже лечение назначаем. Я вот вспомнил, когда помните, вот это вот, когда вот на пике было вот то, что вот дастур закончился, это вот январь примерно, Да. январь-февраль, вот когда вот сезон начался. И мне, помню, одна девушка пишет, помогите, пожалуйста, так-то. А я вот, у вас уже все, вы там вот 24/7 просто читаете.
Я говорю, вы дома можете сделать генеральную уборку? У меня. У меня дома можете? Тещи дома. Прикинь. Я говорю, можете дома генеральную уборку сделать? Прям клининг вызвать, везде, все шкафы и так далее. Она говорит, все хорошо. И узелки она нашла. Узелки, иголки, вот это все, короче. Поэтому, возможно, если есть такое, скорее всего, кто-то из родственников пришел и оставил вот это все. На самом деле так и происходит. Многие приходят, они говорят, да к нам никто не заходит, чтобы... Я говорю, ну вы же в гости ходите, вам могут в сумку подложить, в кофту подложить, в куртку на край. Либо джинны сами могут сихр принести. И говорят, много было людей, я все перевернул, ничего не нашел. Я говорю, дуа делайте. Сихр, да, с арабского это как переводится, скрыто, корень слова это скрытое, незаметное. Может, я уже говорил, это скрыто, незаметное. Поэтому он может под носом быть, ты его никогда не увидишь. А когда будешь просить дуа, читать аскары, это Аллах выявит этот сихр. И тогда человек, много людей, когда, да, даже к ним домой ездишь, почитаешь, ищите, говорю. Окей. Небольшой лайфхак, извиняюсь. Возможно, кто-то из наших зрителей решит сделать генеральную уборку, и он что-то найдет. Узелок, иголку и там что-то еще. Что с этим делать? Ну, нужно избавиться от него и желательно не прикасаться руками. То есть чем-то убрать. Почему? Потому что иногда порча сделана на то, что когда прикоснешься к ней, она сразу пробьет. Она сработает. Да. Потому что так и бывает, что люди сувениры дарят, сумочки дарят. Там. Вот одна семья приходила, женщина, у нее 3 детей, она говорит, я никогда так не злилась на них, мне даже убить их охота, детей. То есть до такой степени доходит. Я говорю, и когда я начал читать, у нее все симптомы сихра. Я говорю, вспоминайте, что-нибудь было там. Она говорит, ну мы в гости сходили, мне там родственница одна подарила сумочку. Я говорю, мне не надо, у меня есть сумочка. Нет, возьми, это подарок тебе. И я, говорю, когда в машине уже ехал в такси, смотрю, сумка старая. То есть она не новая, потертая уже. И я говорю, как можно такую сумку дарить? И я, говорит, ее положил, и сын начал ее играть. И там достал, и там булавки были еще. И я сразу потом, когда приехал, выкинул все в мусорку. Ну и все, после этого она же дотронулась уже. У нее прошло, и то, что сын играл, он говорит, в этот день он кричал ночью, у него из носа кровь никогда не начала течь. И, ну, в общем, плохо себя стал чувствовать. То есть даже на него прошло, потому что он притронулся. И вот такие моменты бывают. Так и начинается, Лучше сразу убрать и выкинуть в какое-нибудь место, ну, где люди не ходят. Там не обязательно, чтобы зачитывать или что-то делать. Если там будут такие надписи какие-то с аятами Корана, то лучше сжечь. Почему? Потому что там будет осквернение, могут быть. То есть бывает такое, что иероглифы написаны, и аяты Корана. То есть это, да, нужно сжечь, потому что колдуны там своими иероглифами оскверняют Коран. У некоторых бывает, я нашел, люди звонят, я нашел вот такое, и там просто аят аль-Курси на бумажке. Ну, бумажка такая старенькая, да? Либо вот какие-то аяты. Ну, просто же как бы ничего колдовского нет, но иногда колдуны что делают? Они берут бумагу, пропитывают наджасом, нечистотами. Мочой, так скверной, да, и потом сверху этого пишут аяты Корана. А так ты подумаешь, ничего страшного, уже аят Корана, и тогда уже вот эта порча начинает действовать. То есть посредством этого такие... Ильхам Акай, ты что-то хотел спросить? Не, я вот еще один лайфхак хотел сказать, то есть тоже вот одна сестра писала, то есть то так-то, так-то, можешь, пожалуйста, Ильхам Ака позвонить. Я говорю, что у вас? Она говорит, у меня, у сына, сын уже какой день не спит, постоянно плачет и так далее. И вот вы, как мне тогда сказали, аят аль-Курси 7 раз Фатиха, Ихлас, Фаляк, Нас. То есть 3 последние суры, аят аль-Курси и самую первую суру аль-Фатиха читайте по 7 раз, и оно проходит. У меня вот, допустим, если мы с детьми где-то вот ходим там на людях, там, может, на каких-то съемках, либо гости, у меня младший прям сильно, он блюет, не спит, плачет до 4 утра. И я просто беру его, все вот эти суры читаю, и он сразу замолкает. Тоже, да. Ну, как основа из основ, это сам Коран. Да, и упование. Самое главное упование. Потому что в хадисе сказано, тот, кто прочитает утренние, вечерние аскары, то того не коснется беда. Ну да, и мы все это знаем. Но там дальше вот люди мало, ну, кто замечает или что, может, не читают. Только человек, если будет убежден, что Аллах будет его защищать. Вот это самое важное. Ну, по сути, Ильхам Ака тоже со стороны психологии это работает, да. Ты должен быть убежден в том, что ты читаешь, да. Вот так. Поэтому даже когда тот человек, который читает руха, и кого читают, он и чтец, и больной, ну, пораженный, да, он должен быть уповать на Аллаха, уверен, что Аллах исцелит. А если какие-то сомнения, то уже оно так не действует.
Мгм. Ильхам Ака, еще один вопрос такой, касаемо, вы только что, Назим, рассказал про там, который, вот да, там 4. Да. Много ли таких Ну, вообще? на самом деле много. На самом деле много таких. В нашей гильдии только я один остался, скажите. Нет, много людей приходят и говорят, вот я ходил читать, мне сказали 5-6 джинов. Там у кого-то столько-то джинов. И я всегда говорю, как А у они... меня 7, прикинь. Да. так. Нет, как они видят его? То есть как они узнали, что с ним? Ну, он видит. А ученые что говорят? Если человек, к которому ты пришел читаться, видит шайтанов, что вот не так просто, мы же все можем увидеть силуэт, что-то, это не значит, что ты болеешь там или что-то. А именно вот ты пришел, и вот у тебя на плече сидит, там сидит. Там. И если человек, который читает, видит их, его самого нужно читать. Потому что многие чтецы, они вроде бы читают Коран, но параллельно они берут с собой рядом, садят пораженного, который болеет уже порчей, в котором сидит джин. И он как бы читает, ничего не делает плохого, ну, просто читает. А этот начинает в транс уходить, и этот джин начинает там уже ковыряться и говорит, вот это вот такие проблемы. Но это в шариате запрещена методика. Да, поэтому шайтан, потому что от человека не уйдет, и он будет только обманывать. Только обманывать. Информативный блок подошел к концу. Это делается для того, чтобы была хоть какая-то польза. Ну это еще вкратце все рассказано. Конечно. Если это рассказывать, то только час можно, как лечиться, что нужно делать, какие симптомы. То есть это отдельно прям. Да, можно Приходите Если- в пятницу в мечеть Абая Кунанбе. Да, если что, мы, может быть, как-нибудь сделаем отдельный выпуск насчет этого. Ну, хотя... Окей, посмотрим. Ильхам Ака, за вот эти 2 года, что у вас не было у нас, ну, за год, да, примерно, за год, расскажите нам, Статистика, да. пожалуйста, да, что происходило, чтобы мы сейчас все заткнулись и просто Ну, в общем, слушали вас. Да, в общем, в прошлый подкаст, который оффлайн был, там, я не помню, кажется, не успел рассказать вот именно одну историю. Она именно напоследок была, Мгм. потому что более такая длинная. И тогда с нее начну. В общем, пришел ко мне брат один и говорит, я с семьей отдыхал, вот здесь в Казахстане, в Алакале или не помню где-то, купаться ездил. И это 2000, не помню, 6S iPhone тогда был, 16-й год или 15-й, плюс-минус, да? 2014 октябрь. Ну, в общем, вот к чему я говорю, что он говорит, я когда купался, жена меня сняла, я на матрасе лежал на воде, возле берега практически. И жена с пляжа меня просто сфотографировала. И там лайв-фото было. Тогда же вот такой 6S появился, конечно, лайв-фото. И, говорит, сфотографировала, и все. Мы домой приехали, все нормально. Потом мы просто просматривали после отдыха фотографии. И я, говорит, нажал на него, фотография зашевелилась. И, говорит, передо мной, говорит, выплыл вот так торс человека, черный. И потом нырнул, и где ноги выплыл. То есть, появился, как водолаз как будто. Это вы имеете в виду режим лайв-фото? Да, лайв-фото, Когда- это они же когда сфотали, не посмотрели, а потом нажимаешь, она 2-3 секунды же показывает. Его постоянно можно смотреть, И получается. постоянно можешь смотреть. Он не пропадает. Интересно, этот Это лайв-фото же сохранился? офигенный операторский ход, ребята. Вот это вот можно скример. Окей. И вот он не понял, почему, как так было. Вроде бы перед лицом его вышло. Если бы, когда вживую было бы, он бы понял бы, что кто-то вынырнул. Он бы увидел, Ну да. И ничего не было. И жена фотала, она бы тоже бы увидела. Потому что там явно видно, на фотографии видно, что кто-то выплыл перед ним, и потом где ноги. И пропал потом. То есть это черный прям силуэт был. Хотя день был. То есть как будто акваланг, да, полностью черный. Но и они не видели. Ни жена не видела его пока фото, ни он сам не видел, хотя перед ним. И он из-за этого пришел, говорит, надо почитать. Я говорю, хорошо, давай. И тогда еще старая мечеть была, Амин мечеть называлась. Я его почитал, в принципе, у него все хорошо было. Я говорю, еще раз придешь? Он говорит, можно сестренку привезти? Я говорю, без проблем. Просто она что-то жалуется, иногда состояние какое-то непонятное. Хорошо. И вот когда мечеть привезли, я начал читать, ее начало трясти. Я сразу сказал, у нее есть, нужно ее читать. И в итоге потом, я тогда так часто не ездил читать, и к нему домой ездили мы читать. И поехали, это за городом было. Я начал читать, и то есть ее прям, она в обморок падает, и там кричит, орет, крутится все. И в эти моменты, когда я читал, она говорит, меня кто-то бьет, кто-то в сарай тащит, там толпой избивает. То есть ей это все снится, как будто. А на самом деле она кричит, вот это все. И я говорю, с чего началось? То есть это не просто так же, это все как-то к чему-то, с чего-то начиналось же. И она говорит, раньше что-то вот одиночество,
полюбила все время одна хотела находиться. Потом у нас двухэтажный дом, мне всегда вот как будто внушение было: на балконе сиди, на перила сядь. Вот так каждый раз выводил. Потом... Мысли, да, Да, суицидальные? мысли как будто суицидальные. Потом, говорит, ты можешь вот так по воздуху пройти, говорит. Даже вот такие мысли. И все время они возле гор жили. Говорит, Питер Пен какой-то. да. Возле гор жили, и он тянул в горы все время. Сходи туда, одна что была. И, ну, ясное дело, это шайтан. И потом, ну, в чем проблема, что она как бы замуж не может выйти до сих пор. И вот переживали они тоже. И я когда читал... Она взрослая была, да? Ну, как взрослая? Ну, уже время замуж пришло. 37. Не. И, в общем, начал, ну, читал, у нее все время проявления были. И я говорю, ну, когда вы знакомитесь, как это, почему не получается? Она говорит, парни сами боятся. Мы когда, говорит, знакомились, допустим, все нормально, нас еще не звонит. Потом один этот сказал, кажется, что позвонил, сзади тебя какой-то мужчина в плаще стоял, говорит, когда мы разговаривали. И после этого он испугался. И просто, хотя вот как бы... Просто стоял? Просто стоял. Ну, когда они разговаривали, просто он пришел, знакомиться, разговаривал с ней, и вот сзади нее мужчина в плаще стоял, хотя никого не было. И то есть вот так джин, ну, не давал ей этот... Влюбился, видимо, да? Да, влюбленный джин, скорее всего, это был. И вот я читал, и там родственники тоже и говорили, да, ты уже не сможешь замуж выйти, ты должна гадать, ты должна принять это. Я говорю, остановитесь, говорю, не надо. Типа вот обет безбрачия, да. И все, ты да, гадаешь ты все равно, всю жизнь. типа, нет, ты сейчас замуж не выйдешь, тебе к 35 годам там придет этот дар, ты сейчас должна перетерпеть. Я говорю, не, это не слушайте. Но они, альхамдулилля, брат, у них намаз как бы читает, и он понимал это все. Я говорю, да, это будем читать, говорю, не переживай. И в один день тоже читаю, и закончили, ей хорошо стало. И выходим с комнаты, она в обморок падает. И я дальше продолжу читать. И когда в себя пришла, она говорит, когда мы выходили с комнаты, он мне сказал, сейчас ты упадешь. То есть ей прямо сказал, сейчас ты упадешь. И она упала, действительно. Потом я говорю, надо намаз читать. А сознание потерял? Да, сознание теряет. Намаз читай, говорю. Будет, иншаллах, иман окрепнет и силы будут. Я говорю, когда намаз читать начинала, у меня как будто вот так ножом в почки куда-то засовывают, так втыкают, и кровь идет. Как будто кровь идет, тепло чувствую. И вот так трогаю, крови нет, и падаю в обморок. То есть вот такое. Не давал ей намаз читать. В один день тоже на работе, говорит, сидела, а там кресло рабочее, его, чтобы поднять, 2 человека надо. Мужчины должны поднять, большие, да, кресла. И я, когда говорил намаз, то, что надо читать, время магриба настало. Азан на сотке зазвенел, я хочу встать, встаю вместе со стульчиком стою. И коллеги говорят, это что такое было? Она говорит, это кофта зацепилась. Я говорю, какая кофта? Говорит, мы вдвоем этот стул поднимать, нам тяжело. Как ты, кофта твоя зацепилась? Она как-то переиграла. И говорит, вы идите, говорит, там они перекусить, потому что вы идите, я здесь посижу. И говорит, я онемела просто, я встать не смогла с места. И время намаза, когда магриб прошел, она только в себя пришла. То есть он не давал ей намаз читать. И вот такие моменты были. Потом, вот он то, что я подсказал, что она упадет, и в один день тоже она рассказывает, я, говорит, носки одеваю, и ко мне тень подходит, как будто хочет помочь носки одеть. И мне говорит... Заботливый. Да. Влюбленный джин же. И он хотел показать, типа, не зови его больше читать. Видишь, я тебе помогаю. В тот день сказал, что ты в обморок упадешь, ты упала. Здесь я тебе носки помогаю одеть. То есть зачем ты его зовешь? То есть не надо читаться. Он тебе носки одевает? Я же за тебя забочусь. Да, я тебе забочусь об этом. Манипулятор. Да, манипуляция пошла. Газлайтер. Они как бы это тоже понимали это. И вот в один день тоже пришел. Читаю, получается, брат сидит рядом, она напротив сидит. И читаю, и она резко отсаживается в сторону возле шкафа, то есть стена, как это, угловая, да, стена и кровать. Отсела и сидит, и потом в моменте ее подкидывает прям. Как будто ее так подкинули, она к стенке, можно сказать, прилипла, да, вот так, как в фильмах показывают, так в ужасах, там, к стенке прилипает же. Не высоко, но прямо от кровати она оторвалась, хотя она вот так сидит просто, ее прям подкидывает. И и брат ее начал держать, тоже потом вот это все, суматоха, вся суета, почитал, в себя пришла. Я говорю, почему так сделали? Пересели. Она говорит, когда вы читать начали, он мне сказал, я тебя сейчас в него кину. В меня, то есть, кинет. И, получается, я из-за этого боялась, что навредит вам. Я пересела, говорит. И, получается, в стенку ее так к шкафу, прижал, да. Поэтому такие моменты были. И все, говорю, надо читать. И вот в доме продолжал ездить читать, и в один момент они начали в мечеть приезжать.
Мечеть, там старая мечеть как тогда была, и был кабинет один, где я мог принимать. Вот я ее читал, она там кружилась, вертелась уже. Отец и сын вместе, отец с братом ее держали всегда. И в один день он мне принес палочку бамбуковую. Может, иногда бывает же, побивание делают и так далее. И хорошо, говорит, я говорю, если будет реакция, побью, проблем нет. И то там как вот так слегка просто. И вот тоже реакция есть, она реагирует, что ей плохо, и в один момент она выхватывает просто. То есть притворилась, что типа все спит. Я вот так говорю, она резко берет и к ноге, чтобы сломать, вот так об колено делает же. И получается, а я хочу вырвать не могу, почему? Потому что могу руки поцарапать. Потому что, чтобы не повредить. И я держу, получается, просто. И мой палец остался между палкой и коленом. И у меня это прям кожа лопнула на пальце от того, что вот давление такое было. Потом палка, когда бамбук же тяжело сломать. И вот палка сломалась, и уже потом они забрали. И вот она в моменте вот так... Вот такой бамбук? Да. Его же невозможно сломать. Вот так вот длина вот такая была. Ты видел вот такой бамбук? Его реально невозможно сломать. Да, понятно, да. И вот в моменте она Вот приходит в себя, плохо становится. И в один момент тоже не углядели, как бы, она обманула тем, что... Шайтан обманул тем, что, типа, все спокойно. И резко она к выходу побежала, к двери. А там двери не закрывались, чтобы сбежать. И в этот момент брат, опередил ее, остановил, и она резко разворачивается и назад бежит к стене. Но просто там куда-то с такой скоростью отчаянный, бежать. короче, да. Либо по стенке бы полезла, либо просто бы в стенку ударилась бы. В этот момент отец ее поймал. И вот эти моменты все происходили, читал, сказал намаз, все вот это должна читать. И в один день брату говорю, приедешь домой, прямо вот сейчас, он то, что, как я говорил, не дает намаз читать. Приедешь домой, прямо сейчас проследи, чтобы она прочитала намаз. Все, последний намаз еще остался. Все хорошо. На следующий день он там звонков пропущенных, аудио мне присылает. Говорит, ты представляешь, что было? Я, говорит, приехал домой. Сказал, все, внизу жди, сейчас я намаз прочитаю, потом приду, буду рядом сидеть, ты читать будешь. Я буду прослежу. И, говорит, я начал читать намаз, и шумы начали в комнате. Сзади кто-то ходит, бегает, шкафы открываются, закрываются. А он в намазе, я же не могу, говорит, посмотреть. И меня за ногу кто-то хватает. И я уже намаз дочитал, поворачиваюсь, летают прям, видит, что кто-то летает в комнате. И я, говорит, начал азан звать, азан зову. И в итоге уснул. То есть шайтаны как сделал? Он уснул, и сестра внизу уснула. И в итоге намаз не прочитала. То есть вот так даже отвлекли, да? Не дали прочитать намаз. И такие моменты, очень много у людей бывает, когда вот не дают жены читать намаз. Но, альхамдулillah, потом она замуж вышла, все нормально стало. Альхамдулillah. Congratulations. Да. Миссион completed. Happy end, не как в Дастуре. Плюс 50 к уровню, да. Это, да. Один вопрос. Вот вы сказали, вот она побежала, либо об стенку, либо как в фильмах просто по стене. Они могут? Могут. Серьезно, Ильхам? Как в «Принце Персии». Вы как видели, в Дастуре похоже было. Да. Но на самом деле такое может быть. Вы видели сами? Нет, конкретно сам еще не сталкивался. Но похоже было, когда я одной девушке читал, она от пола оторвалась. Когда, ее держали, получается, и в простыне она была, и от пола она прям оторвалась как будто. Хотя, невозможно так подняться. Закон физики, да, не тот? Да. У Питера Паркера сихар получается. Здравствуйте, я пошел. Браво. Такие моменты, да. Да, спасибо, Ильхамка. Назим, у тебя есть какие-то истории, или мы просто приехали? Нет, Назим, тоже прошел год, 2, может быть, что-то произошло, но куда сахтасын, конечно. Если ничего, это наоборот круто. Да, из всего, что произошло, единственное, просто, пожалуйста, не пишите мне, не звоните, не находите моих старшаков с района, которые могут на меня надавить и попросить номер Ильхамака. Да, номер, в принципе, уже у всех есть. Да, просто ждать такого, по очереди отвечу. Окей. Да. Ильхамака, что еще? Еще есть, да, вот следующая история одна. Вот сколько историй есть? Там много, там помало. Окей. Помало. Давайте, Но можете страшно. все рассказать. Но страшно. Давайте. Вот то, что сейчас распространилось, это порча, мы говорим же, Да, правильно же? да. Но проблема в том, что в интернете люди сами могут этому учиться. Как и любые другие, да, вещи. И вот многие увлекаться таро-картами начали.
То есть Таро натальная карта. И начинают вот это открывать всё. вот так. Да. И даже приходили люди, сами христиане, они по вероисповеданию, просто начали увлекаться, ну, молодые дата, и шайтан начал их мучить. Они приходили читаться, и они, когда шайтан действительно начинал их мучить, они начали понимать, что это проблема, что так не должно быть. И уже оставили, говорит, это, и почитать просто надо. И вот приходила одна семья, и муж говорит, вот что случилось? Говорю, вот жена болеет, непонятное состояние у ней, что-то не то, а что случилось? Ну, она, говорит, Таро начала, купила и начала гадать. Я думал, просто баловство. И она рассказывает, я начала гадать, открывать карты, и сбывалось это. Это прям сбывается. Я вот открываю, люди прям довольны, вот да, вы правду говорите. Я ей сразу сказал... Илхам-ака, извиняюсь, для контекста. Таро, как оно? Оно типа что делает? Карты, это там расписаны, там, на смерть, там, счастье, что-то еще. Ну, картинки, типа да. Там, гадалки, и, да? Они открывают, и вот что открыла, то и по этой что карте будет она со мной, типа, расшифровывает эту карту. Окей. Да. И вот каждая карта, когда открывается, вот, это к богатству, у тебя вот это, потом раз, кто-то может умереть у тебя. Ну, вот, то есть из родственников. То есть это все, как они расшифровывают карты. Обычные карты, там рисунки, правда, чуть другие. Примерно такая система. И вот она начала открывать и говорит, все, получалось. Я говорю, а вы что, чем занимаетесь? У меня бизнес есть, говорит, но я просто вот дополнительный заработок хотел. И... какой там, интересно? У меня бизнес есть просто для души. гадаю, да. Для души гадаю. И так получилось, что я говорю, это вам временно дано было. Это демо-версия, как я говорю. Потом шайтаны не перестанут вам помогать, чтобы вы приняли уже конкретно вот это... Правила игры, да? Да, правила игры. И подписку купили. Да, договор с шайтаном заключили. Она говорит, так и было, говорит. Я начала открывать, и потом люди начали жаловаться, а у нее неправда, она не... Ну, то есть перестали помогать. И в один момент, говорит... Что произошло? Получается, перестали помогать, и они хотят ее вынудить, чтобы она начала гадать, но нужно пройти какие-то циклы, да, чтобы это заслужить. И, говорит, ночью сижу, и кошка черная проходит в комнате. У меня кошка есть, говорит, но она рядом была. А черная кошка откуда взялась? Возле двери комнаты ходит. Потом, говорит, в окно кто-то стучится. Я в штору открываю, смотрю, козел стоит. Животное, козел. Откуда? И тогда, говорит, у них паника, все. Муж говорит, я все карты порвал после этого. И мы к вам вот приехали. Я начал читать, у нее уже все сидел в ней. У нее шайтан сел, когда начал читать, у него проявилась агрессия была, злость на меня. Но сильно там прям таких не было проявлений. Но прям, говорит, у нее сидел. И первый день, второй день, второй раз пришли, почитались, на третий раз она уже, альхамдулилля, на намаз стала. И все прошло. Все прошло. Никакой реакции, ничего. Покаялись. Альхамдулилля. Сам муж-то намаз вроде читал, и вот она тоже потихоньку начала Они всё кто по изучать. национальности были? Мусульмане? Почему думал, что они русские были? Нет, я говорю, до этого, которые приходили христиане, которые приходили, начинали. да, А приходили это прям тоже. другая семья. В общем, люди поддаются на это. Шайтан начинает их путать тем, что у них типа есть дар или что-то еще. И вот, альхамдулилля, потом у них как бы все прошло. Но еще есть одна история, когда один тоже человек ко мне приходил читаться. И он говорит, у меня было такое, что когда я возле людей находился, у меня ладони гореть начинали. И я мог как бы сказать, что болит у человека. Там потрогаю, проходит. И я думал, дар. Потом ко мне арвахтар приходит еще ночью. Это бабушки, дедушки разные, в белой одежде, прям такие, ты лечишь, молодец, помогаешь людям. Я довольный, все, я буду этим заниматься. И проходит время, я на намаз встаю, говорит, намаз начал читать, изучать религию, и понял, что это нельзя делать. Понял, что это харам. Да. И оставил это. Оставил, и тут же сразу в эту же ночь пришли эти арвахтар, которые, уже в черной одежде. Уже злые. Почему ты оставил? То есть маски, послетали, грубо говоря. В черной одежде пришли и начали говорить, ты должен опять заниматься, мучили его. И он периодически всегда может сидеть дома и голоса слышать. Давай опять начинай. И он, покаялся и перестал это делать. И в один день, говорит, сидел, тоже проблемы были, работы не было, денег не было толком. Лежу, и мне шайтаны говорят, а где твой Аллах теперь? Где он? Прямо вот так говорят. Где он сейчас, говорит? Ты, когда начал читать намаз, он тебе помог, все там дал, да. А сейчас где он? Ты сейчас проблемы у тебя, работы нету, денег толком нет. Ты возвращайся к нам, сейчас у тебя все будет. Ты только скажи, да, мы сразу тебе будем помогать, и у тебя все будет. И человек слабый же, он, альхамдулилля, сдержался, выдержал это, но в любом случае мысли какие-то, думки пошли, действительно, как так?
И он в моменте сразу телефон берут, говорит, чтобы отвлечься. Открывает какую-то соцсеть, и там выходит аят Корана. Сура Духа. «Не забыл тебя твой Господь и не возненавидел». Сразу же, моментально. То есть они его отвлекают, твой Аллах тебя забыл, где Победа. он теперь? Победа. И вот этот аят выходит, «Не забыл тебя твой Господь и не возненавидел». И он говорит, у меня мурашки по коже. Субханаллах, Аллах, не оставил меня же. И в этот момент магриб наступил, говорит, я пошел намаз читать. И говорит, это, говорит, самый искренний намаз в моей жизни был. Вот ты представляешь эту ситуацию? Это не просто мысли, это со стороны голоса. Да. Тебе говорят, все, тебя твой Господь забыл. И тут через соцсеть, да, Аллах ему показал. Это аят из Суры Духа, 3 аят, да, «Не забыл тебя твой Господь и не возненавидел». Он сразу, альхамдулилля, как воспрял духом, да, и ему полегчало. Поэтому это очень такая опасная тема, когда шайтаны пытаются человека в колдовство вести, чтобы он начал что-то делать. Очень много людей ко мне приходило, говорю, у меня тоже дар, как у вас. Я говорю, у меня не дар. Это не дар, говорю, это я просто читаю Коран, а Аллах исцеляет. Это не надо каким-то особенным быть. Просто придерживайся религии с чистыми намерениями, помоги человеку, почитай, там все, проблем нет. А вот то, что вы говорите, дар, это уже не дар, это уже проклятие, можно Это сказать. уже там, да? Да, это уже проклятие. И сейчас вот тоже очень много распространилось чакра. Есть же вот эти? Чакры открывают. Чакрологи. Да. Вот проблема в чем. Приходит тоже один брат, говорит, сестре надо почитать. Пришли они ко мне, я читаю, и у ней прям, явный шайтан сидит. Она не буянит, но видно по ней, что ей плохо. Когда Коран читается, ей плохо прям. Я говорю, у вас, проблемы есть? Он говорит, нет, у меня все хорошо. У меня ничего не болит. Все нормально. Я говорю, ладно, здесь уже по глазам даже иногда видно, когда у человека, шайтан берет на себя, да, контроль, у человека ехидный взгляд становится. Взгляд другой становится, лицо другое становится. Это можно, да, как-то определить, да? Я говорю, ладно, все, брату объяснился, он говорит, да, мы знаем, что сидит, потому что у нее вот какие-то ночью припадки непонятные, что-то говорит. Я говорю, кто к вам приходит? Вот мы с ним ночью приходим, мы разговариваем, это мой товарищ. Я говорю, какой товарищ? Тамбовский волк да, тебе товарищ. Никакой пользы же от него нет. Говорит, нормально все вроде бы. Потом ей плохо стало один день, она сама поняла, меня надо читать, везите меня читать. И потом мне муж ее рассказывает, что она вот пошла с подружками куда-то чакры открывать. И вот на самом деле, когда люди ходят, чакры открывают, это шайтан заходит. Когда чакра открылась, они скажут, вот у тебя чакра открылась, все, у тебя там что-то там появилось. Это шайтан в тебя зашел, значит. И когда им уже сказали, вы что наделали? Вот жене плохо, вот так. Они сказали, мы не смогли удержать его. Он как неуправляемый стал и зашел в нее. Все. И в чем проблема? Мы, говорит, спим в разных комнатах, потому что она все время хочет убить нас. Вот она проблема. Я, говорит, когда с комнаты шел потом, она за мной вот так с ножом идет. Я повернулся, что делаешь? Они ничего. И вот так нож опустила и ушла. То есть он все время ей говорит убить меня или дочку. Потом в один день, говорит, она зашла, говорит, в комнату, можно, говорит, рядом полежу, с вами полежу. Да, хорошо, говорит. И легла, и, говорит, в моменте она ногу дочки вот так берет и вот так сдавливать сильно начинает. И потом меня, говорит, уведи меня с этой комнаты. Она поняла, что сейчас что-то... И он ее сразу взял и увел. То есть вот она проблема. Что Но в таких случаях желательно, чтобы она спала в другой стране. Да, Назим, да, спасибо, что ты хоть чуть-чуть украшаешь наш прекрасный вечер страшных историй, который почему-то я должен это все слышать, потом половину монтажа не увидите. Ладно. И вот про убийство как раз заговорили. Это один раз. В чем еще опасность этого дела? Я ходил тоже к одной семье читать, там, получается, женщина взрослая и с дочкой живут они вместе. И вот у ней, то есть у дочки джин сидит. Прямо он при чтении проявляется, что-то говорит на другом языке, ей плохо становится. И она говорит, дома постоянно шкаф, что-то, на балконе кто-то стоит, вот это все видит. И когда я почитал, первый раз пришел, почитал, второй раз пришел читать, она говорит, я прям хотела вас избить сильно. Вас? Да, когда вы читали, прям хотела встать, что-то прям избить сильно. Я говорю, вы в следующий раз колющие, режущие средства, говорю, предметы уберите. А я так и сделал первый раз. Когда вы первый раз ко мне шли, он мне сказал, как зайдет, убей его сразу. И я, говорит, когда вот эти моменты, понимала, я сразу все ножи, вилки, все забрала, убрала, вообще выкинула. Офигеть. Потому что когда я шел,
А он ей говорил, сейчас он зайдет, убей его. Это первый раз. Она мне потом это рассказала. Ну, вот такие моменты бывают. Вот она опасна. Потому что в любой момент может, навредить тебе, настигнуть, да? Когда вот я у себя в кабинете принимал, женщина, она как смеялась, как ведьма она. Как ведьма смеялась, и она с отцом пришла. И я вижу, что вот взгляд бегает, что нервничает на меня и хочет что-то взять. И стульчик там был, табуретка. Она на табуретку берет, хочет меня кинуть, и в этот момент отец среагировал как бы и остановил, убрал табуретку. Я дальше читаю, она кипишует, там, кричит. А там у меня есть журнальный столик, но он там чугунный. Она на него смотрит. Чугунный журнальный. То есть дерево и чугунный, но он тяжелый, да? И она на него смотрит. Я читаю и вижу, вот он, взгляд бегает и на нем останавливается. Я говорю, только не он, только... Она резко встает, его поднимает и в меня бросает. А что делать? А он килограмм 50, наверное, весит. Ну, да? не 50, но нормально весит. Если покалечить... Больно, да. Да, ну и тем более с размаху джина, если кинет, то... Ну да. И получается, в этот момент отец рядом сидит, и он не успел среагировать даже. А этот журнальный столик от нее, метр где-то. Это как она резко встала, его подняла. Только в меня кидать, он ее остановил, и, получается, с рук чуть выиграл, он до половины долетел и на пол упал. Вот такие моменты бывают. Поэтому... А у вас были такие случаи, Ильхам Ака, что вот вы идете куда-то, и джин, когда узнает, что вот вы идете, он выходил, типа, и без конфликта, типа, на мировой? Бывало, что затихал просто. А, да? Да, затихал, чтобы показалось, что Не всё. спалиться, Да, да, что не Признаки спалиться, не да. показать, да? Иногда бывало такое, что я приходил читать, только вот приеду и с машины вот так шаг сделаю, а уже джин беситься начинал. Что Да, они я даже не знали, что я... джин просто начинал Вот что мне плохо. беситься начинаешь. Да, алду бля, считал раджим бисля. То есть такие моменты, очень много было. Ладно. Ильхам Ака, теперь, знаете, для того, чтобы как-то утешить наших зрителей, которые и так были напуганы, я считаю, в этом выпуске, ваши слова напутствия, если кто-то столкнулся с этой проблемой или вообще, что-то такое, ваши слова утешения, чтобы наши сердца как-то смягчились и успокоились мы все. Ну, в первую очередь, нужно не бояться, стараться не бояться и уповать на Аллаха. В любом случае, то, что вот это людей касается, это испытание. Это может постигнуть как грешника, так и праведника. То есть и порча, и джин может как грешника, так и в праведника может селиться. И это в общем смысле это испытание. И человек должен достойно его принимать и проходить. А Аллах все средства дал, чтобы от него избавиться. То есть все средства абсолютно есть, чтобы избавиться от этого, вылечиться. Просто человек должен быть дисциплинирован в этих моментах. И, в первую очередь, упование на Аллаха. Это самое главное. Только в этом, результат. И вот мы говорили, что порчу наводят на людей, джинны вселяются. И это, как говорю, слишком распространено, очень сильно распространено. И вот многие люди в больницах, которые лежат даже, бывает, что у них из-за порчи они там лежат, и врачи не могут ни диагноза поставить, ни лечения дать. И одна семья вот приходила, молодая, этим летом в конце. И он пришел, говорит, жене плохо что-то, вот отдохнуть слетали, потом у нее страхи появились, фобии есть, там кушать боится что-то, аллергия на что-то была, вот такие моменты. Я начал читать, и у нее проявления были порчи, все порчи. Потом, с каждым разом, когда читаю, у нее какие-то вот такие ухудшения есть, и уже ясно, что и, скорее всего, подселение есть, то есть уже джин есть. И, она тоже хиджаму сделала и так далее. И потом я уезжал, просто не мог их читать. И в какой-то момент обострение началось у ней. Обострение началось, и она не могла, уже, говорит, и тяжело ходить по лестнице подниматься. То есть мышцы отказывают. И в итоге потом он написал, мы в больницу легли, диагноз не могут поставить, полностью тело парализовало. То есть только голова движется, и все. Руки, ноги, все тело парализовано. Говорит, все, не ходит она. Врачи, говорит, не могут понять, из-за чего. Потом... вроде бы диагноз какой-то поставили, есть такой диагноз какой-то, который нервную систему поражает, и человек не может ходить, двигаться. И факт в том, что эта болезнь 7-10 дней лечится. То есть витаминами, лекарствами там на ноги ставят. Она почти месяц лежала в больнице. Врачи сами удивлялись. То есть ей хотят лечение дать, отказываются капельницу принимать, реакция идет. То есть аллергия. Врачи говорят, как может на эти... лекарства, аллергия, говорю, не бывает аллергии. То есть не идет лечение. И я уже, когда в больницу приехал начать читать, в больнице уже прям джин проявился. Чтобы вы понимали, она же парализована, но тело двигалось.
То есть ногами двигал, пинать хотела нас. То есть она лежит, вот так пинает, что-то руками берет, там кидает. То есть в такие моменты. Разговаривать джин тоже начал. Там, ну, мужу говорит, там, ищи порчу, там, Проявления спрятал. пошли, Да, да? проявление пошло. Я говорю, не обращай внимания. То есть вот эти моменты. А так, она, говорит, даже телефон не могла держать. Блокировку. А там вот так что-то лежит там на столе, она увидит, резко встанет, возьмет в меня, кинет. То есть вот такие проявления были. То есть человек не может двигаться вообще, а когда читать начинает, и руки, ноги шевелиться начинают. И я говорю, вот из-за этого и не идет лечение. То есть шайтан не дает лечить. И он сказал, я не дам ее вылечить, она умрет. То есть добьюсь я этого. А чем она ему насолила? Ну, это, скорее всего, по причине порчи зашел. По причине порчи, потому что там, ну, много было таких аспектов, которые они рассказывали, что там, скорее всего, у них порча. И вот момент, я читаю, ну, он говорит, что я все равно не дам вылечить ее. Я говорю, будем читать. Даже если он не выйдет, если он ослабнет, хотя бы процесс лечения пойдет. И время проходит, так периодически, как по возможности ездил читать. Альхамдулилля, говорит, начали, перевели в Калкаман. Калкаман перевели, там начали работать, массажи делать. И полежала там какое-то время. И сейчас уже дома, но с помощью ходит, там, поддержкой, да, но сам потихоньку процесс лечения сдвинулся, самое главное. А так врачи просто руками разводили. И она сама говорит, я когда выздоровлю, я хочу в больницу пойти и сказать врачам, вы иногда вот так Кураном лечите людей, потому что, говорит, я думаю, здесь я не одна такая, которая вот так мучается. То есть месяц лежали, получается, и не могли понять, да, вообще, что происходит. Да. Это очень таких моментов много. Это просто одна история. А таких куча моментов, когда люди приходят, вот не знают, что, а на самом деле у них джин сидит. Потому что джин, он по крови передвигается. По крови человека передвигается, как хадисе говорит, что джин передвигается по венам, потом к адам. То есть он в любой части тела может быть. И у тебя может заболеть там. Ты будешь лечить, оно никакого этого результата не будет. Потом оно как-то потом проявляется. Оно, да, при лечении. Либо же вот так бывает. Приходила одна женщина, у нее проблемы были. И она говорит, все время там низ живота болел так-то, так-то. Врачи не могли понять, потом сказали, вот нужно удалить вот такое-то место. Ну, удалить это. Удалили, все равно эти же боли остались. А потому что, когда я читал, у нее джин прям есть. У нее джин сидит. Джин просто с этого органа в другой перешел, и все. Он не исчез, орган ударили как бы, а боли остались. Человеку орган удалили. Даже такое бывает. Давайте печень уберем. Она же сама восстановится. Да. И таких моментов очень много. Ну, бывает, люди приходят, и когда уже, альхамдулилля, бывает, почитаешь, я говорю, идите, как обычно, в больнице лечитесь, и все проходит по воле Аллаха. Да, друзья, лайфхак. Ну, смотрите, мы должны понимать... Позвоните 103. Да, что, скорее всего, у нас так как зрители не все будут религиозные, у нас, обширная аудитория. Если что, есть такой лайфхак, да, как говорит Ильхам Ака. В больницах, если что, можно и читать Коран тоже. Да, проблем нет. Даже иногда сами врачи говорят, позовите, почитать надо. Уже мы не знаем, что делать. Вот так вот. Как фильма, да? Здесь медицина бессильна. Все, Ильхам Ака. Про цех рассказать? Давайте, конечно. Про цех. Конечно. Просто многие тоже подписчики, кто видели эту историю, потом я видел. Можно я расскажу? Давай. Я видел этот сторис. Ильхам Ака просто вот так вот сторис снимает. И там уже... Я утром посмотрел этот сторис, там уже где-то 13 часов прошло. И вот... И в конце опросник у Ильхама Ака. Йоу, чуваки, стоит ли мне делать такой контент? И первый раз за 11 лет вот этого всего работы в Инстаграме я видел, чтобы на «да» 100% ответили. Я увидел, что Ильхам Ака в сторисе выкладывает, как он в цехе двигается, я ему пишу, Ильхам Ака, это нужно с нифиговым продакшеном все сделать. По идее, да. И это было бы вообще круто, прикинь, GoPro, если вы хотите Ильхам Ака, если вдруг... Ребята, просто напишите... Есть команда, которая может это организовать. Да, вот это можно сделать, но единственное, не все хотят, чтобы снимали у них. Ну да, не хотят знать это. Инкогнито. Допустим, цех, почему цех это там, туда никто не приходит. И как это было? Давно они уже с лета меня просили почитать, потому что, говорят, которые ночная смена работников, они не держатся просто. Они увольняются от страха. Там единственное только один охранник уже, такой постарше, он уже привык, не обращает внимания просто. Я говорю, я знаю, кто-то ходит, я просто не обращаю внимания, и все, говорит. И уже когда последняя капля была в том, что это, тем более, за Каскеленом находится. И это надо туда ехать. Я говорю, поедем обязательно ночью, потому что это ночью происходит, 12 часов ночи, говорю. И он
пишет, говорит, брат, пожалуйста, надо почитать. Я говорю, что? Там один сотрудник был, работник, и он, говорит, охранника не было, говорит, я останусь сегодня заночую. А он не знал, что там что-то творится. А мы, говорит, все, выключили, там вот так ангар получается, и он поделен там, с другой стороны, другой цех, и у них цех. Ну, крыша как бы... А у другого цеха нормально все? Нет, ну, это ангар весь же. А, Просто те это ночью не работают. а. И, то есть, как бы там все равно забор чуть стоит, а видно, что тот цех, да, что там есть помещение. И он, говорит, остался и говорит, а что вы не предупредили, что в соседний цех кто-то придет работать? Вы же сказали, говорит, что никого не будет. Он понимает, что это... Он говорит, наверное, они сами просто вышли и решили поработать. Он говорит, ладно. Потом этот компрессор включил. А вы же сказали, все выключили, почему компрессор включился? Звонит. Он говорит, наверное, забыли пацаны. Но он уже понимает, едьте туда, что-то не то там. Они приезжают туда, у него глаза вот такие напуганные, он с дубинкой сидит. Все. И он все, на следующий день ушел. И он говорит, надо срочно почитать. Я говорю, ладно. Приехали ночью, в 12 часов ночи. А вы с кем ты приехали, с друзьями? Нет, один. Хотели, много кто хотел. Я говорю, ладно, сперва сам проверю. Кто вот этот хозяин был сам, и двое рабочих там было. Я говорю, все, чтобы вышли. Я один, чтобы был. Ну, этот хозяин, он в подсобке сидел. Извините, я просто представил, что вы на мотоцикле приехали почему-то. Как хострайдер? Да. Гострайдер. Гострайдер. И я зашел и говорю, рассказывайте, что вообще. Он говорит, каждый раз ночью мы работаем. Это, чтобы вы понимали, не тишина. Это бывает же, когда тишина, что-то там. Станки работают, шум. Вон там, он показывает, вот за станками все время мужчина появляется. Он в трико и в рубашке. И одежда вот как СССРская, же? Старая, да, вот 80-е годы. Вот так. Он там все время стоит. Потом там в углу, говорит, бабушка в ночнушке, под коры, говорит, пострижена. Длинная такой ночнушки стоит. И еще один, он где вот забор цеха, там кто-то появляется. Потому что, говорит, когда я, говорит, намаз читал, вот так, ассаламу алейкум, в эту сторону повернулся, оттуда на меня вот так смотрели. Черная кто-то. И в моменте было такое, что там, в этом, на противоположном цеху, кто-то вот так, как будто ногу вот так волочит. Так хромает, даже как будто шоркает. Вот такие моменты. И он вот это все рассказывает, говорит, мы уже... А то, что там же не один человек, ладно, одному померишь. 5 человек, 3 человека могут работать, и все могут увидеть. Одно и то же. Одно и то же. Он говорит, я могу работать, и возле меня вот так стоит мужчина. Я понимаю, что не надо смотреть. И я просто дальше свои дела делаю, он раз и исчезает. Это тоже работа, там раз увидел. Все привыкли уже, да? Да, но они как бы, страх есть, но они просто говорят, если мы посмотрим, уже дальше будет, да? А мы стараемся просто как будто не обращаем внимания. Я говорю, ладно, все, выходите там на улице, работайте. Я начал читать. И вот, как я вначале говорил, что у меня бывает же ощущение, что что-то кто-то наблюдает. И я по цеху хожу, читаю. Да, поучись чуть-чуть. Читаю, и вот именно где сказали, что бабка вот эта стоит, появляется. Именно когда туда я доходил, у меня вот такое ощущение, вот я разворачиваюсь, иду, и как будто сзади меня кто-то идет. В затылок все время, дышит как будто. Потом в начале, когда цеха прохожу, все нормально. Таких ощущений нет. Назад туда иду, опять. И там в моменте я уже часа 2 чесал где-то, потом сел, начал читать, и пару стуков было, и все. Это стуки, ладно, это спишем. Я говорю, теперь понаблюдайте, будет ли что-то, не будет. И они, говорят, 10 дней пока работали, ничего не было. Даже один, говорит, 2 на улице остались, один пошел в цех работать, один. Даже к нему не приходили за 10 дней. И потом я говорю, все равно второй раз пойдем. Там джинны, они могут как бы не уйдут, но просто перестанут себя проявлять. Там еще заброшенное место, поле. И зашел, начал читать, уже все, альхамдулилля, нормально, вообще никакого этого нету. Чувство, что кто-то следит. Но единственное, вот бывает такое, что металл же, и бывает же, он начинает хрустеть, когда вот так на солнце. Да. Но там он так начал хрустеть, он по всему этому в один момент как будто там бегают по крыше. Но я понимал, что это может и металл быть, ничего страшного. Но потом в цеху начали уже, в соседнем, кто-то стучать. Именно внизу был звук. Не с крыши, а внизу. Шумели, что-то делали, и все. Я говорю, ладно, это ничего страшного. Почитали. Я говорю, наблюдайте. Если будет еще, приду. Если не будет, то, альхамдулилля, они просто затихли. Также этот был, который комплекс, спа-комплекс. Там и тренажерка, и
Мы не будем говорить, какое. Да. Отдыхайте в свое удовольствие. Баня так. И вот они позвали, говорят, надо посчитать. Ну, понимаем, что место как бы все равно бассейн, там баня нечистая, да. Но там халяльно. Один день, говорит, на втором этаже мальчик засмеялся. А там, говорит, когда закрывается, там остается только рабочий персонал. Кто полы моет, там закрывает двери, там кассу считает. И вот они услышали. И я днем приехал. Я говорю, надо будет ночью приезжать. Ну, я днем почитал, зашел в в подсобку помещения, где техперсонал. И там татешка одна была. Ой, Балам, говорит, я первый прихожу, последний ухожу. Ну, потому что помыть надо и так далее. Я когда сюда захожу, постоянно маленький мальчик бегает. Я вижу вот так силуэт. И когда он пробегает, говорит, и духи потом, запах одеколона, говорит, появляется. Я, а что мне делать? Бисмильдеп керем, все. А что делать? Ну, я говорю, такая татишка. Ну, работаю, мощная. Да. Ну, она почитает, да. Бисмилля говорит, я работаю, и все. Потом он перестает. Но самое... Поняли, зумеры, как надо работать. А самое, что было, это когда электрик, говорит, остался на ночь. Он проводку проводил, и в 3 часа ночи, один он там, провел, и, говорит, в соседнем, где женщина, бассейн, там парная, как будто женщины сидят, смеются, там купаются, звуки. Вот такие были. И после этого я уже все, ночью приедем. Приехал 12 часов ночи. Ну, я не в самом бассейне читал, а там, где чисто. Сел читал, и там были звуки. Именно вот в женской части были звуки. Коробки стучали, что-то еще. Я сказал, понаблюдайте, если вот, ну, кто рабочий будет смотреть, ну, ночью проявления будут или нет. И все, пока, ну, тишина. В итоге миссия комплект. Но пока нет, надо смотреть. Всё. И последняя история тоже короткая. Это вот перед хаджем была. Когда... В прошлом году? Позапрошлом уж. Да. Нет, В прошлом году я не летал, позапрошлом. вы был. в прошлом году были, позапрошлом я был. Нет. Я в 23-м году, в 24-м же. Ну, прошлый год 24-й. Кто из вас врет? Прикинь. Ну ладно, вот перед хаджем это было. Человек пишет, реабилитационный центр. Там это дети в основном, которые, ну, особенные дети, особенные. аутисты и так Да, далее. да. Да. И говорит, до этого у меня другие хозяева были, которые, ну, в аренде были и вот этот центр держали. Потом они ушли, что-то там не то сделали, я взял в аренду. Мгм. И говорит, мы с сыном, ну, начали переделать там внутри, мебель другую купили, и ночью, говорит, до 12, до 2 ночи остались там, мебель собирали. И я, говорит, аят аль-Курси поставил, потому что, ну, чуть, ну, так неприятно там было находиться. Поставил, и как это закончилось, ну, суры закончились, какое-то время прошло, на 2-м этаже женский крик. Я, говорит, ну, сыну 18 лет, и я, говорит, сам испугался. Но я не стал показывать, потому что мы вдвоем услышали этот крик. Никого нету в здании. Ну, это просто коттедж, 2-этажный дом. И мы ушли. На следующий день я прихожу в комнате одной, там трубы вырваны, и батарея прямо вот так вырвана. Я сантехников вызвал, сказал, ночью упала. Он говорит, как она упадет? Она на чугунных крюках держится. Ее надо вырвать, чтобы она упала. Говорит. Но он понимал же, что это из-за этого может быть. И они на меня вышли. Надо почитать. Я говорю, все, без проблем. Говорю, та же ночью поехали. И получается, сам вот этот арендатор и хозяин этого коттеджа тоже, которым им сдал. Он говорит, мы когда купили его, уже там проблемы были. Говорит. Мы с сестрой сидели, там шнур от телевизора двигался сам по себе. Вот такие моменты. Я говорю, все, хорошо, заходим. Я говорю, заходите. Боятся заходить. Меня вперед пропускают. Я говорю, пойдемте, ладно. Где был звук? Говорю, на 2-м тоже, да, пойдем. Сели. Вы просто сидите, говорю, я буду читать. Я читал, ну, определенное время. И там вот детские люстры же есть такие. Не люстры, а вот пенопласт круглый, и там воткнуты всякие там, гирлянды и так. Легкий такой. И я читаю, я смотрю, оно крутится. Начинает крутиться. Не сильно, но ветра вообще никакого нет сквозняка, чтобы он крутился. Потом те дальше начинают так крутиться. Я им показывал, вот, ну, процесс шевеления пошло. Закончил. По комнатам прошелся, посмотрел. И на 1-м этаже крик. Такой, как будто вот убивать человека. Вы сами слышите? Да, мы все 4 слышим этот крик. Детский только был. Вот детский, примерно 10-12 лет, как будто ребенок. Прям такой страх, как будто у человека, да, вот такой крик. И это, получается, сын 18 возле этого, ну, к выходу сел лестницы со 2-го этажа. Он быстро, хорошо, испугался, убежал. Я, не бойся, говорю. Сейчас пойдем вниз, говорю, читать. Вниз спустились, начал читать, закончил, на 2-м этаже крик. То есть это все мы 4 слышим. Я говорю, все здесь есть, короче. Но там в этом доме не ночуют, только как садик приходит, уходит, да. Я говорю, вот сейчас почитали, а потом посмотрите на следующее, ну, когда придете на работу, как здесь обстановка.
Это потому что выходные были, суббота, воскресенье. Он говорит, все хорошо, я просто в хадж уезжаю. Говорю, потом. Я потом с хаджа приехал, он мне написал, говорит, я побоялся прийти один, говорит, суббота, воскресенье. Потом, когда все пришли, я в понедельник пораньше приехал, игрушки все раскиданы были. Еще никого не было в этом здании. Все, игрушки раскидали. Я говорю, надо читать там еще. И потом он говорит, одна женщина приехала, она, дома у нее нет, но она работает там, и я сказал, можете здесь жить. Она говорит, можно здесь буду жить? Я говорю, все, живите. И она говорит, что здесь творится? А он прям вот такой текст написал, что ее мучает, как приходят там, вот, страшные вещи. Ужас. Творится. Я говорю, опасно ей находиться там. То есть она будет ночью, в нее вселиться может. Надо читать, и потом как-то Он говорит, да, но он сам боялся, наверное, может быть, из-за этого уже потом не вышел на меня. Либо номер потерял. Вот такие моменты. To be continued. Да, to be continued. Уважаемые друзья, кроме того, что мы сегодня обсуждали страшные истории, есть у нас эксклюзивный контент. Ильхам Ака записал на аудио разговор с существом. Этот отрывок мы оставим вам напоследок. Если у вас хватит смелости, вы можете, конечно, послушать его. Вот в конце этого выпуска он будет. Но если вы слабонервный, беременный, у вас беременная, психические какие-то у вас есть отклонения, пожалуйста, это не включайте. Не хочу сейчас включать, потому что, может, кто-то успеет это выключить. Поэтому attention. А ты не хочешь сейчас поставить? Нет, я уже чуть-чуть очкую. Да, Ильхам Ага, я вы имею не право отказаться, хотите? Правильно? Может, Ребята, подожди, ты же... Я отойду. Телепередачу боюсь. сделай из подкаста. Ребята, вы не хотите послушать? Вы сейчас послушайте, сейчас как мы закончим. Нет, давай сейчас поставим. Сейчас же на записи. Я не хочу. Вот это с грубым голосом. Я не хочу это слышать. Да поставим за Павел. Нет, тогда пусть все слушают, я не хочу это слышать. Я в туалет. там, как я говорил, джин повторял суры, и такое тоже бывает, что джин может повторять. Да, и вот сейчас немного здесь есть. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. Все, хватит. Все? Смех убил, да, в конце? Ужас. Чтобы понимали, вот этого парня 8 человек почти держало. 5-6 человек. Когда они пришли, 8, я говорю, что вы толпой пришли? 2 зайдите, а он сам такой плотный. Я говорю, ладно, говорю, если вы боитесь, 4 зайдите. Говорю. 4 шли, они, чтобы понял, один на руке сидел, другой на второй руке, другой на ноге, и потом еще один зашел, на тело сел, и он их подымал всех. Блин, я чуть-чуть пожалел, что попросил. Я же тебе говорил это. Зачем? Құрметті достар, 25 желтоқсаннан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында дәстүр теріс бата. Келіңіздер, көріңіздер. Және де Тартария Films ұжымының барлық проектіне қолдау көрсеткен халыққа рахмет. Ауру фильміне келгеніңіз үшін рахмет. Дорогие друзья, с 25 декабря во всех кинотеатрах Казахстана дәстүр теріс бата. Рахмет, Ильхам Ака. Рахмет, Назим Ака. Ассаламу алейкум.